на федеральном конкурсе буквально уже в следующие дни в городе Москва. Очный этап конкурса проходил в октябре, в нем приняли участие 20 молодых предпринимателей из Ухты, Сыктывкара и города Микунь. Конкурс проходил по нескольким номинациям: это открытие года, производство года, работодатель года и социальный бизнес года. Оценивали конкурсантов их коллеги, бизнесмены, большинство которых сами когда-то были участниками федеральной программы «Ты предприниматель» и победителями разных этапов молодого предпринимателя России. На суд жюри был представлен самый разнообразный спектр стартапов, от студий декора и дизайна до сервисных центров по ремонту мобильной и компьютерной техники, от доставки суши до студий красоты. Сегодня мы узнаем, кто стал победителем и представит нашу республику на федеральном уровне. Итак, дорогие друзья, мы переходим к награждению, и первая группа у нас это финалисты конкурса, которые не заняли определенные места, но тем не менее вышли в финал и хорошо себя в нем показали. Для награждения финалистов на сцену приглашается куратор проекта «Ты предприниматель» в Республике Коми Мелихов Александр. Александр, ты непосредственно занимался организацией конкурса, подбором молодых предпринимателей. Пару слов о том, как это происходило. Мы стартанули с информационной кампании конкурса в сентябре месяце, проводили ее ровно 1,5 месяца. Очень много людей хотело принять участие. Сама процедура отбора очень сложная, там нужно подавать заявку, потом делать презентацию. Очень много там дополнительных собеседований по составлению заявки и презентации. В итоге у нас было отобрано 20 человек, которые приняли участие в конкурсе. Конкурс прошел 12 октября. 12 октября состав жюри определил победителей, и мы это дело немножко затянули и решили огласить на конгрессе. И сегодня мы будем озвучивать лучших предпринимателей молодых Республики Коми. Итак, дипломом участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2017» в номинации «Социальный бизнес» вручается Лыюрову Александру Александровичу. Диплом участника регионального конкурса в номинации «Открытие года» вручается Ширяеву Андрею Богдановичу. Также диплом участника регионального этапа Всероссийского конкурса вручается Татарчуку Дмитрию Владимировичу. Рекламное агентство «Медиафоу». И еще один диплом финалиста, участника, вручается Николовой Анастасии Трендофиловой. Школа современной хореографии Blackfire. Не успела. Спасибо, Александр. Я прошу вас остаться для вручения дальнейших номинаций. Мы продолжаем, переходим к самому интересному, это награждение победителей. И начнем мы награждать конкурсантов в номинации «Производство года». Для награждения на сцену мы приглашаем партнера первого итогового конгресса малого бизнеса «Ты предприниматель», компанию «СКАТ» в лице директора по маркетингу и пиар Антону Власову. Антону Власову слово. Антон также входил в число членов жюри конкурса, и что-то о своей номинации, может быть, запомнилось. Для нас было это непросто. Отбирали, наверное, полчаса сидели, плюсы, минусы, где-то свой опыт, у каждого опыт. Я прочитаю. Ответственно. Я думаю, я буду зачитывать, а вы, Антон, также вручать. Итак, номинация «Производство года» и диплом второй степени регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» вручается
Никите Александровичу Некрасову, служба доставки роллов и пиццы Суши Репаблик. Спасибо. Ну а диплом первой степени в номинации «Производство года» достается замечательной компании, которую вы уже могли видеть в Сыктывкаре на различных футболках и толстовках. Это бренд «Город на Сысоле», шефер Екатерина Станиславовна. И Екатерина Станиславовна будет представлять Республику Коми в федеральном этапе конкурса в Москве. Я думаю, непременно в символике и атрибутике своей компании. Спасибо, Антон. Мы переходим к следующей номинации, и это «Работодатель года». На сцену мы приглашаем партнера конгресса, компанию «Консультант Коми» в лице руководителя департамента расширения компании Константина Белевина. Константин, вам также пару слов. Вы тоже были членом жюри конкурса. Что вы там увидели, что вам запомнилось? Ну, как Антон сказал, что мы действительно принимали взвешенные решения, мы иногда спорили с друг с другом, но в принципе потом пришли к согласию. И почему мы принимаем участие в этом конкурсе? Вот, спасибо Александру за то, что конкурс — это такая движуха, что ли, среди предпринимателей, что каждый конкурс — это всегда вызов, как и для членов жюри, потому что нам нужно оценить каждого участника, так и для самих участников, потому что для них это возможность посмотреть на свой бизнес, на себя со стороны. Не только как, что я вот это делаю, это мне хорошо. И посмотреть с другой стороны, что это несет для Сыктывкара и для республики. Спасибо за теплые слова. И переходим к награждению. Начнем мы с диплома третьей степени. И он вручается индивидуальному предпринимателю, авторская студия красоты GSK Studio Дунаева Юлии Владимировны. Мне подсказывает Александр, что Юлии Владимировны у нас нет, но, наверное, присутствует Дунаев Николай Васильевич. Также в номинации «Работодатель года» дипломом второй степени в региональном этапе конкурса награждается Академия ИНАР. Федорова Наталья Александровна. Награда найдет своих героев. И работодатель года первая степень – это сеть салонов связи Гадиатуллин Илья Рафаилович. Спасибо большое, присаживайтесь, пожалуйста. У нас остались две номинации, и следующая номинация, в которой мы будем награждать, это «Социальный бизнес года». И на эту сцену для награждения приглашаю также наших партнеров, наших друзей, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Витальевич Емельянов. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас на самом деле вчера как раз закончился в Усть-Куломе семинар по сельскому туризму. Это как раз практически то, о чем сегодня идет речь. Как раз про социальное предпринимательство тоже мы обсуждали этот вопрос. Вы знаете, и сегодня идет выставка большая в торговом центре «Июнь», где представители
туристского бизнеса представляют свои новые идеи, свои новые продукты, делятся своими эмоциями от того, чем они занимаются, делятся своим опытом с коллегами. Поэтому приятно, что такие мероприятия совпадают по времени, проходят и развиваются, культивируются в нашей республике. Перейдем на награждение. Итак, номинация «Социальный бизнес года», самая близкая к людям номинация, самый близкий бизнес, и третья степень, диплом, достается детской игровой комнате временного присмотра «Вторая мама» Сокова Валентина Викторовна. Диплом второй степени вручается Седовой Анастасии Андреевне, школа танцев «Империя». И диплом первой степени в номинации «Социальный бизнес» достается детскому эко-клубу «Киндерленд» Юркина Алина Сергеевна. Спасибо большое, Сергей Витальевич. Мы переходим к заключительной нашей номинации. Это открытие года, это самый яркий стартап, это самые яркие ребята, это самый яркий бизнес. И я с удовольствием на эту сцену для оглашения победителей, награждения приглашаю заместителя председателя правительства Республики Коми, министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталью Алексеевну Михальченкову. Добрый день, дорогие друзья, вечер уже. И, конечно, мне очень приятно сегодня присутствовать здесь. Для нас программа «Ты предприниматель» — это жизнь, это история. Это то, что подвижническим трудом делает Александр Мелехов и наша команда, когда начинала проект в 2011